Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами сделаем открытку с букетом ромашек. Ромашки у нас будут двух видов – классические и ажурные. Для работы нам необходима бумага, клей и ножницы. Итак, первым делом, для того, чтобы сделать ажурную ромашку, нам необходимо будет сделать 6 полосочек примерно одного размера. Далее приступаем к склейке. Наносим на один конец полосочки клей и собираем вот такую петельку. Благодаря такому скреплению наш лепесточек получается очень объемным и ажурненьким. Когда все заготовки у нас будут готовы, соединяем наши лепесточки у основания. Так как клей у нас еще не просох, конструкция очень хрупкая, поэтому поднимать, передвигать ее нужно очень аккуратно, либо производить склейку на весу. Вот такая вот ромашечка у нас получилась. Далее приступаем к созданию сердцевинки. Так как нам необходимо будет сделать 2 ромашки сердцевинки, я буду вырезать сразу же 2. Для этого нам нужен прямоугольничек из рыжей бумаги, который мы складываем пополам. Впоследствии из него мы вырезаем овальчик, и так как бумага сложена вдвое, у меня как раз таки и получится 2 заготовки на середину. Если ребенок будет делать заготовки самостоятельно, лучше позаботиться о том, чтобы прорисовать ему контуры заранее. Вот такие 2 сердцевинки у нас получились. Далее мы одну из них прикрепляем к нашей основе. Вот такая ажурная ромашка у нас получается по итогу. Далее мы приступаем к созданию классической ромашки. Для этого мы используем также белую бумагу, вырезаем ровный квадрат. Далее складываем его в 3 раза. По итогу заготовка у нас будет выглядеть как треугольничек. После того, как она у нас сложена, если как раз делает ребенок, то необходимо будет нарисовать ему контур лепестка. Я вырезаю его, ориентируясь на глаз. Очень важно следить за тем, чтобы прорисованный контур у нас был посередине листочка, потому что по краям у нас идут сложенные части. Если их не обрезать, то лепесточки у нас не отделятся друг от друга.
Лепесточков у нас получается больше, чем необходимо. Нам нужно всего 6 штучек, поэтому отбираем 6, остальные откладываем. Далее работаем по той же схеме, что и с первым цветочком, то есть соединяем лепестки у основания. И дополняем нашей сердцевинкой. Вот такая вот ромашка у нас получилась. Для того, чтобы она не казалась плоской в сравнении с ажурными ромашками, мы немного завиваем ей лепестки кверху. Всего у нас получается 5 соцветий. Далее берем зеленую бумагу для того, чтобы сделать ствол для наших цветочков. Примерно отмеряем необходимую длину в зависимости от того, какая будет заготовка и высота у вашего листочка для открытки. Далее я на глаз вырезаю полосочки. Почему я делаю это не по линейке? Так как у нас цветочки живые, и мы все-таки больше приближены к тому, чтобы сделать их более реалистичными, нам нету необходимости вырезать идеально ровные заготовки для ствола. Если есть желание, то в принципе эти заготовки можно сделать абсолютно разных причудливых форм в зависимости от вашей фантазии и желания ребенка. Далее мы приступаем к заготовке листочков для нашего букета. Беру немного другой оттенок бумаги, для того, чтобы они у нас не сливались и выглядели более интересными. Далее нашу заготовку мы складываем 2 раза. И вырезаем произвольную форму наших лепестков. Вот такие 4 заготовки у нас получаются по итогу. Далее переходим к сборке. Открытка у меня будет односторонняя. Я беру плотный картон более бежевого цвета, чтобы ромашки у нас не сливались с фоном. И начинаю в произвольном порядке на разном уровне располагать наши цветочки по форме букетика. Для того, чтобы ребенку было более легко ориентироваться, можно заранее разметить места крепления наших цветочков на заготовке. Для того, чтобы у нас цветочки располагались примерно одинаково по ножкам и в целом букет смотрелся более аккуратно, те заготовки, которые у нас идут пониже, ножку у них мы подрезаем. Остается добавить лепестки.
Лепестки лучше стараться также завивать, чтобы они у нас были объемными и хорошо вписывались в общую картину. Вот такой вот букетик у нас получается. Если есть желание, на место стыка наших стебельков можно добавить ленточку или какой-нибудь бантик. Далее мы подписываем нашу открытку и уже любуемся результатом. Вот такая интересная объемная открытка получается у нас по итогу. Детям очень нравится делать объемные поделки. Если есть желание, можно сделать цветочки абсолютно разных цветов. Разного цвета лепестки можно использовать. Если же у вас максимально сильно разыграется фантазия, то можно добавить дополнительных декоративных элементов. Всех с наступающим праздником и спасибо за ваше внимание. До свидания.